Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Шок и трепет по-русски. Мир обсуждает российские ракетные и авиационные удары по Сирии. В ИГИЛ опять не попали. Я обеспокоен тем, что россияне своими ударами преследуют в основном не исламское государство, а другие оппозиционные группы. Трудовые мигранты возвращаются домой. Массовый отток рабочей силы из России может обвалить экономики центральноазиатских стран. Будешь тяжело пахать, ничего не заработаешь. Еще и должен останешься, лучше дома буду. Празднуют, как в последний раз. Непомерные траты на свадебные торжества в Кыргызстане оставляют молодые семьи нищими. Чтобы все было как у людей. Не устроишь той, на тебя обидятся. Врачей сократили, больных оставили. Как уральская глубинка выживает в условиях очередной медицинской реформы? У меня же машины-то ведь нету. Трудно быть с Богом, если ты священник гей. Скандальный камин-аут тольяттинского батюшки. Были проблемы и были конфликты с начальством. И любопытным образом они не были связаны с гомосексуальностью. Россия резко увеличивает свою авиагруппировку в Таджикистане. На российскую военную базу под Душанбе в срочном порядке перебрасывают боевые и транспортные вертолеты. Их точное количество неизвестно. Сообщается только, что в несколько раз будет увеличено количество транспортных вертолетов Ми-8 и боевых вертолетов Ми-24. Усиление российской авиационной группировки в Таджикистане стало результатом срочных переговоров между президентами Таджикистана и России в Сочи. Это напрямую связано с боевыми действиями в Афганистане. Как именно будет использоваться авиация и на какой территории, пока неизвестно. Ранее вице-президент Афганистана, известный узбекский полевой командир генерал Достум, совершил визит в Россию. Он встретился с руководством страны и с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На этих переговорах он озвучил просьбу о предоставлении Афганистану военной помощи, в частности, направить части спецназа в Афганистан. Федеральная миграционная служба опубликовала новые данные о количестве иностранцев, находящихся в Российской Федерации. Согласно им, около миллиона граждан Таджикистана находились в России с целью работы. Значительная часть из них возвращается на родину в связи с экономическим кризисом. В целом же количество трудовых мигрантов из Таджикистана за год сократилось почти на 16%. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Что ждет трудовых мигрантов дома? Здравствуйте, Динара. Да, действительно, все меньше таджикистанцев выезжают на заработки в Россию и все больше возвращаются. И это несмотря на то, что на родине найти работу абсолютное большинство из них даже не надеется. Страна не может обеспечить рабочими местами четверть трудоспособного мужского населения, которое сегодня и находится за границей. Большинство вернувшихся остаются, считая, что лучше иметь всего лишь краюху хлеба на родине, чем рисковать вдалеке от нее. В России устроишься на заводе на зарплату в 15 тысяч рублей. 7 тысяч отдать за патент, еще за медосмотр, милиции на взятки пару тысяч, когда ловят на улице. Будешь тяжело пахать, ничего не заработаешь. Еще и должен останешься, лучше дома буду. Здесь хоть и зарабатываю копейки, но рядом семья, родители. Лучше я здесь останусь. Всего 92 самани за 1000 рублей. Эти деньги я и здесь найду. Высокие требования к знанию русского языка, дорогие документы и снижение курса рубля обесценивают труд мигрантов. Сегодня в России работают на 200 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство просто не могут обеспечить свои семьи, оставшиеся на родине. К тому же из-за падения денежных переводов из России в тяжелом положении оказалась и экономика страны. 40% ВВП республики зависит от валютных перечислений. Значительная часть социальной политики страны поддерживалась со стороны трудовых мигрантов, поскольку они имели возможность перечислять часть своих средств своим родственникам. А этого теперь трудно также ожидать. Поэтому необходимо принимать комплекс мер с тем, чтобы граждане Таджикистана все-таки имели возможность реализовать
свое право на труд внутри страны. И не надо надеяться на внешние факторы. Республику ожидают все большие потрясения. Трудовая миграция носит сезонный характер, и большинство мигрантов вернутся в Таджикистан, чтобы перезимовать. Из-за отсутствия накопления они будут вынуждены искать работу на родине. К тому же строительная отрасль уже находится в кризисе. Цены снизились на квадратные метры в 2-3 раза. Это связано с тем, что у людей просто нет денег, чтобы покупать эти квартиры. К тому же ожидается падение курса национальной валюты. Из-за резкого уменьшения денежных переводов таджикский сом не может не удержать своих нынешних позиций, говорят эксперты. Динара. Спасибо, Анна Шервон. Почти $1 миллиард ежегодно тратят жители Кыргызстана на семейные торжества. Деньги на свадьбу или юбилей часто берут в кредит. В банках это одна из самых популярных услуг. Почему мода на пышные семейные праздники превратилась в показатель успешности? В репортаже Жибек Бегалиевой. Несмотря на запрет, длинные кортежи все еще must-have всех молодоженов в Кыргызстане. По бездорожью сразу на 30 BMW или Роллс-Ройсах, пусть даже переделанных из Крайслеров. Свой экзамен на успешность рано или поздно сдает каждый кыргызстанец. Впрочем, мериться количеством авто или длиной лимузинов уже не в тренде. Вместо машины С-класса гостей удивляет теперь другим. В моде сейчас что-то необычное. Аренда этой кареты стоит $300-350. Конечно, не все клиенты могут себе позволить такое. Есть такие, кто, несмотря ни на что, хочет, чтобы все было как у людей. Не устроишь той, на тебя обидятся, потому что ты же ходил на чужие тои. Юбилей, праздники по случаю рождения или разрезания пут ребенка, различные годовщины, свадьбы, поминки. Таких дат в жизни каждого кыргызстанца много. У нас особенный менталитет. Все мероприятия надо посещать и обязательно давать деньги. Потом, когда наступит твой черед, родственники принесут деньги тебе. Но в любом случае, это очень затратное мероприятие. Режут баранов, лошадей, которые очень дорого стоят. Назира и Искендер свадьбу не играли. Традиционными колымом и приданым не обменивались. Ее муж, как финансовый аналитик, просто подсчитал. Деньги, затраченные на той, не окупятся, а лишние средства лучше инвестировать в выгодный проект. В Германии, во Франции, например, если люди зарабатывают дополнительный доход, они его не тратят на празднество, как правило. Они его вкладывают, реинвестируют. А в нашем случае, получается, наши граждане, они берут свой капитал и практически уничтожают его, потому что потребление продуктов питания, оно для здоровья хорошо, главное здоровье, наверное, но в конце не остается никаких денег. Несколько лет назад в Кыргызстане подсчитали. На свадьбы, поминки и похороны тратится около $1 миллиарда в год. Это едва ли не половина внешнего долга страны. При этом до 40% населения республики все еще продолжают оставаться за чертой бедности. А потому кредиты на свадьбы и юбилеи – самая популярная услуга в коммерческих банках. Нам удалось собрать свои деньги. Кредит мы не брали, конечно, помогли родители. Думаю, на все праздники мы потратим около 400 тысяч сомов. Это чуть больше $5000. Запрещать пышные торжества парламент Кыргызстана пытался не раз. Однако сами депутаты потом закатывали такие праздники, которыми позже заинтересовывались представители налоговой службы. И сейчас, в сезон тоев, на площади, куда по традиции приезжают молодожены, многолюдно даже в будни. Жибек Бегалиева, Азат Интымаков. В настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Шок и трепет по-русски. Мир обсуждает российские ракетные и авиационные удары по Сирии. В ИГИЛ опять не попали. Я обеспокоен тем, что россияне своими ударами преследуют в основном не исламское государство, а другие оппозиционные группы. Врачей сократили, больных оставили. Как уральская глубинка выживает в условиях очередной медицинской реформы? У меня же машины-то ведь нету. Трудно быть с Богом, если ты священник гей. Скандальный камин-аут тольяттинского батюшки. Были проблемы и были конфликты с начальством. И любопытным образом они не были связаны с гомосексуальностью.
Мировые СМИ активно комментируют российский ракетный удар по Сирии. Напомним, что 7 октября российские военные выпустили 26 крылатых ракет с кораблей в акватории Каспийского моря. Как отчитался министр обороны Сергей Шойгу, все цели были поражены. В их числе называются склады и пункты управления боевиков так называемого исламского государства. Мощнейший удар, который западные СМИ уже называют по аналогии с операцией в Ираке «Шок» и «Трепет» по-русски, совпал с 63-м днем рождения президента России Владимира Путина. Между тем, многочисленные наблюдатели сомневаются, что ракетный удар наносился по террористам исламского государства. Россию по-прежнему подозревают в том, что она методично уничтожает противников режима Башара Асада и сирийской оппозиции. У нас на связи наш корреспондент Шахида Якуб, которая находится на границе Турции и Сирии. Шахида, здравствуйте. Что там сейчас у вас происходит? Мы находимся на контрольно-пропускном пункте Килис. Это прямо с границы Сирии. Именно отсюда шел основной поток беженцев. Сейчас границы закрыты, потому что турецкие власти опасаются нападений со стороны ИГИЛа. Я должна заметить, что протяженность границы между Турцией и Сирией более 400 километров. И некоторые части контролируются ИГИЛом, некоторые части Джамат аль-Нусра, это оппозиционная группировка, которая сражается как против сирийской армии, так и против ИГИЛа. Есть революционеры свободной сирийской армии, есть регулярная сирийская армия. Вы понимаете, что ситуация очень напряженная. Город Килис принял более 100 тысяч сирийских беженцев. Здесь есть лагерь, есть две школы, есть больницы. Но понятно, что сейчас уже город не в состоянии справиться с таким потоком людей. В беседе со мной сегодня те беженцы из Сирии говорили, что убежали они не от ИГИЛа, а бежали они от зверств сирийской армии. Люди не хотят особо уезжать из Турции, они хотят остаться здесь. Вообще-то они хотят домой. Но когда они попадут домой, еще неизвестно. Спасибо, Шахида. Тему российских ударов обсуждали и в НАТО. Там выражают недовольство атаками россиян на сирийскую оппозицию и призывают Путина начать, наконец-то, сражаться с террористами, а не с политическими противниками сирийского режима. Наш корреспондент Антон Золотых передает из Брюсселя. Здравствуйте, коллеги. Одной из главных тем остается Сирия, в частности, возросшая российская военная активность в этом регионе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия занимается совсем не тем там, за что она выдает свои действия. Я обеспокоен тем, что россияне своими ударами преследуют в основном не исламское государство, а другие оппозиционные группы и поддерживают правящий режим. Я призываю Россию играть конструктивную роль в борьбе против ИГИЛ и прекратить поддержку режима Асада. Вчера на встрече с журналистами постоянный представитель США в НАТО Дуглас Льюит рассказал журналистам, что действительно российские войска базируются близ города Латаки. Что они там делают, по его словам, непонятно. Однако, по его словам, куда большую обеспокоенность вызывает не столько развертывание наземных российских войск в Сирии, сколько полное отсутствие координации в воздухе между российскими ВВС и самолетами объединенной коалиции. Коллеги. Спасибо, Антон. Громкий скандал в Самарской епархии Русской Православной Церкви. Священник признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он заявляет, что среди священнослужителей немало геев, но церковь об этом предпочитает молчать. О скандальном камин-ауте тольяттинского батюшки в спецрепортаже Вадима Кондакова. В огромном красном худи, спортивных штанах и кедах он совсем не похож на священника. Да и сам уже полгода как не считает себя отцом Амфианом. Ждет, пока церковь снимет с него сан. Хронические возможности здесь две. Либо я сам пишу прошение, прошу снять с меня сан. Но я этого делать не буду, не собираюсь. Либо они могут собрать суд и на основании канонов лишить сана. Вот эта процедура им доступна. Они это собираются, собственно говоря, и провернуть. Отец Амфиан сегодня, пожалуй, самая скандальная фигура во всей Самарской области. Священник-гей, который совершил публичный каминг-аут. Так написали о нем журналисты. Хотя он с этим не согласен. Во-первых, никакого священника нету уже. Да? Во-вторых, никакого камин-аута не случилось. Мой камин-аут 20 лет назад произошел. Я 10 лет преподавал в семинаре. И все знали. Все знают, что я гей. Благодаря своим талантам Артем сделал в Самарской епархии блестящую карьеру, став любимцем студентов и помощником правящего архиерея. Но теперь, из-за скандала, он вернулся в родной Тольятти вместе со своим молодым человеком, нехитрым скарбом и любимыми книгами.
Улисс, Джеймс Джойс. Вообще вот такого рода романы необыкновенно сейчас, знаете, актуальными становятся. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Сейчас, оказавшись на перепутье, он живет у мамы, Татьяны Германовны, которая считает себя ватником и сторонником Путина, из-за чего у Артема с ней случаются жаркие споры. Насчет гей-пропаганды, например. Вот пропаганда. Пропаганда же это... Приходите к нам, у нас хорошо. Ну хорошо. Что такое пропаганда? Я с тобой согласна, что до такого мы не дошли. И может быть благодаря тому, Путину, что... Кому? Путину. Он же наше все. Мне не нравится, когда ты ерничаешь вообще, и о Путине в частности. Могу обозвать. Вся эта история с каминг-аутом, который то ли был, то ли нет, маму Татьяну удручает. Во-первых, соседи замучили вопросами, а во-вторых, этот скандал бросил тень на брата-близнеца Артема, тоже священника и отца большого семейства. А ей теперь приходится объяснять, зачем она отпустила сына гея служить церкви. Я опять же его спросила, а как же ты идешь в церковь, если ты знаешь, что вообще не по православному канону этого нельзя делать? Это наша церковь не допускает. Он мне тоже так же объяснил. Есть такое понятие сублимация. Перевод одной энергии в другую. То есть молись, вот, удары бей, и переводишь энергию. Ну, я повелась на это. Я в это поверила какое-то время. А зря. Как вы показали. А как жизнь показала, что зря, да. Сам Артем говорит, что свою ориентацию грехом никогда не считал, и что в церкви ему было вполне комфортно, несмотря на то, что про него все знали. И странным образом эту правду игнорировали. Доносы писали, что я эволюционную теорию преподаю, что я не почитаю Богородицу, что я заслан протестантами с целью развалить православие изнутри, что я криптокатолик. Поэтому у меня были проблемы и были конфликты с начальством. И любопытным образом они не были связаны с гомосексуальностью. Амфиан утверждает, что был не единственным геем среди коллег. Просто в церковной вертикали, точно так же, как и в светской, все прекрасно знают, когда и на что следует закрывать глаза. Но после этого скандала церковь от него отвернулась. В Самарской епархии ограничились кратким сообщением на сайте о том, что иеромонах Амфиан сейчас за штатом и отстранен от преподавания. Сам Артем хочет теперь учить студентов в светском вузе, но опасается, что церковь не отпустит его в мир с миром. Из-за всей этой истории Артем Вечелковский вряд ли останется в Тольятти. Здесь ему устроиться будет уже непросто, ведь по меркам церкви он перешел все пределы и в своих откровениях зашел слишком далеко, так что обратной дороги ему уже нет. Вадим Кондаков, Стас Феофанов. Настоящее время. В российских деревнях упразднили медпункты по программе оптимизации Минздрава. Вот уже 3 года, как здоровьем сельских жителей, а это в основном пенсионеры, занимаются домовые медицинские хозяйства. Проще говоря, фельдшеры и медсестры, которые ежедневно, пешком, за очень скромную зарплату обходят дома, чтобы поддержать жизнь в умирающей глубинке. Рассказывает Екатерина Пономарева. Вместе с Татьяной Хвойницкой мы идем на очередной вызов. Пешком по сельскому бездорожью с тяжелой сумкой наперевес. Медсестру очень ждет тетя Валя. У старушки давление с утра шалит. Оказалось, вовремя успели. 29,84, очень большое давление. Сделаем укольчик? Сделаем. Если такое давление не сбить, пенсионерку может и хватить инсульта, а скорая по здешним ухабам минут 40 едет. Таких опасных больных у медсестры Татьяны почти 30 домов. Все сплошь пенсионеры. Фельдшерский пункт в деревне закрыли еще 3 года назад по программе оптимизации Минздрава. Содержать в умирающих селах медпункты государство посчитало дорого. Ответственность за жизни людей в них переложили на плечи таких вот Татьян. Назвали их в бумагах домовым медицинским хозяйством и выделили 2000 рублей. Это около $30. Довольствие в месяц. За 24 рабочих часа 7 дней в неделю. Я не знаю, вот уходит, если один вызов, по 3 часа. Пока я приду, пока я сделаю процедуру, давление померяю, температуру, это все я сбиваю, а потом уже иду домой. У меня же машины-то ведь нету. Принимать больных у себя дома она по закону не имеет права. Весь медицинский деревенский центр на 300 человек и аптека умещается в этом чемоданчике, который Татьяна хранит у себя под телевизором. Набор лекарств законодатель тоже ограничил. От давления, сердечные, простейшие средства перевязки. 2000 рублей в месяц. Угу. Ну, это не ахти какие деньги. Ну так а что делать-то? Не дома же сидеть мне. Пенсии мне не хватает. Я не на самой пенсии, я на выслуге только. Все.
Этот опыт деревни Акинфеева и нескольких соседних на Урале, да и по стране называют положительным и уникальным. И им гордятся. У других и того нет. Закрыли больницу, забыли про село. Что за бабушками в деревнях Нижнесалдинского района следят медсестры, заслуга районной больницы. Здесь нашли деньги и время, чтобы их обучить, как наказывает закон, и снабдить всем необходимым. У них цель какая? Вот человеку плохо, например, температура, она приходит, парацетамол или какой-нибудь аспирин даст и вызывает сразу скорую медицинскую помощь. Это оценить состояние больного. Светлана Иргашева и сама работает 6 дней в неделю по 10-12 часов на 3 ставках, как и многие ее коллеги. Вместе с деревенскими сестрами они ведут учет пациентов, организуют в отдаленные населенные пункты выезды врачей-специалистов и за свою скромную зарплату делают, кажется, невозможное. Поддерживают жизнь в давно и тяжело умирающей глубинке. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Американская система здравоохранения, которая считается в мире одной из лучших, подверглась оригинальной критике. Дуэт двух врачей, которым не понаслышке известны проблемы в медицине, решил рассказать о них в музыкальной форме. О чем поют американские врачи в репортаже наших коллег из Вашингтона. Медицинский бизнес – это странный бизнес. Чем людям хуже, тем лучше нам. Эти шутливые сатирические частушки они написали, чтобы привлечь внимание людей к проблемам американской системы здравоохранения. Свой мюзикл они назвали «Damaged Care» – «Испорченный уход». На ночь аспирин звоните утром, пусть не излечим, карман набьем. Грег Лагана рассказывает, что все это началось почти 50 лет назад, когда вместе с Берри Леви они учились на медицинском факультете Корнельского университета. Тогда мы начали писать одноактные музыкальные миниатюры о жизни в медицинском колледже. Все это были пародии на бродвейские шоу. Закончив медицинский факультет, эти два врача начали выступать против всего, что они считали неправильным в системе медицинского обслуживания. Против ограничения приемов у врача 15 минутами, против ненужных операций, чрезмерного применения лекарств. Мало кто прислушивался к тому, о чем они говорили. И вот в один прекрасный день Лагане позвонил Леви и рассказал ему о своей сумасшедшей идее. Это было в 1994 году. Он мне звонит и говорит: слушай, нам обоим в этом году исполняется 50. У нас на двоих 100 лет опыта. Никто еще не написал музыкальную комедию о здравоохранении. Вот что нам нужно сделать. Сегодня они представляют свои пародии на самых разных площадках. На симпозиуме в Колорадо сначала они представляли результаты своих исследований, а во время перерыва дуэт Damaged Care исполнил свою очередную композицию о злоупотреблении антибиотиками. Организаторы и участники симпозиума посчитали, что частушки Леви и Лагана – это то, что доктор прописал. Оба они настоящие врачи, им не безразличны пациенты и медицина, но при этом все это очень смешно. Дуэт врачей выступал более чем в 30 штатах, в том числе в больницах и на медицинских конференциях. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.